Homo sapiens, или человек прямо ходячий, начал развиваться и эволюционировать за счет того, что создал небольшие подгруппы, затем общины, племена, села и города. Стартом эволюции и развития человечества можно считать как раз-таки создание социума. И именно по этой причине у человека от рождения есть несколько основных потребностей. Это потребность в общении, потребность в развитии и потребность во всеобщем признании. 21 век. Век инновационных технологий, умных домов, суперкрутых смартфонов, интернета и социальных сетей. Все эти вещи позволяют человеку полностью удовлетворить все свои потребности. Но так ли это на самом деле? Доброго времени суток, уважаемый зритель! Меня зовут Исиджан Бирманов, и я сегодня хочу с вами поговорить о том, как развитие социальных сетей и всех этих инновационных технологий влияют на наших с вами детей. Совершенно недавно я столкнулся с тем, что многие взрослые люди больше хотят казаться, чем нежели быть на самом деле. Люди создают различного рода иллюзию. Иллюзию счастливой жизни, богатой, эффективной, успешной. И они верят в эту иллюзию. И тем самым создают атмосферу подражания для наших с вами детей и подростков. А детям все очень просто. Они закрываются в своем виртуальном мире и отрицают какие-либо факты живого общения. Тем самым они теряют навык коммуникации, гибкости, принятия решений, решения различных конфликтов, креативного мышления и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, они теряют навык быть частью социума. А давайте вспомним мои слова в самом начале. Стартом эволюции и развития человечества как раз-таки было создание социума, а именно, что человек стал частью этого социума. А дети с развитием всех этих технологий отрицают это. Вот уже 10 лет я работаю в Ассоциации юных лидеров Казахстана. Организация, которая занимается в первую очередь созданием ярких личностей, которые готовы развивать общество и развиваются вместе с обществом. Это лидеры, которые готовы брать на себя ответственность. И самое главное, эти лидеры – дети, наши с вами дети. Меня очень радует, что в нашей стране наконец-то подняли тему лидерства, софт-скиллов, различных определенных навыков, которые помогают личности развиваться в обществе. Мы занимаемся этим с 1994 года, и мы точно знаем, чтобы развивать и расти целую страну или огромное общество, нужно начать с малого. И это малое – наши с вами дети.